В Нижнеколымском районе республики продолжается арктическая навигация. Что речниками сделано и что предстоит, в материале нашего корреспондента Ирины Квитковской. От пристани речного порта отшвартовалось последнее в этом году судно – танкер «Ленанефть-2017». Заключающим рейсом навигацию на Колыму 2300 тонн нефтекотельного топлива, сырая нефть. И закрываем навигацию на Колыме. Погода прекрасная была, никто даже морской болезнью не страдал, ветер был попутный. За время навигации, а это единственный здесь способ доставлять большой и объемный груз, работа на Зеленомысском речном порту кипела круглосуточно. Были дни, когда на разгрузке стояло по 4 судна одновременно. Исследовательское судно «Григорий Михеев», теплоход ледового класса, доставил груз для Колымской гидрографической базы имени Седова. В район доставлено порядка 30 тысяч тонн горюче-смазочных материалов и твердого топлива для ЖКХ и нефтебазы. Навигация идет своим чередом, все идет согласно плана завоза нефтепродуктов. По плану на 2014 год у нас запланирован завоз светлых нефтепродуктов порядка 14 тысяч тонн. Сюда входят бензины, дизельное топливо и топливо самолетное для самолетов. Вот. На сегодняшний день, значит, мы порядка половины этого груза уже приняли. Помимо светлых нефтепродуктов, у нас также по плану стоит завоз нефтяного котельного топлива для нужд ЖКХ. Вот непосредственно сейчас у нас идет отгрузка, прием, вернее, котельного топлива «Ленанефть» для ЖКХ. То есть 3 «Ленанефти» у нас уже, мы 3-ю уже принимаем. На Нижнюю Колыму в эту навигацию также были доставлены стройматериалы для новой школы в Черском, груз для организации предприятий, товары народного назначения. Для новостей НВК «Саха» Ирина Квитковская, Ишхан Саркисян, Нижнеколымский район.